Скажите, что вы смотрели на Инстаграме, что это было? Каждый... Обращения какие-то, призывы? Нет, это не обращение было. Это когда вы их задержали каждое утро. Сегодня Барахоева задержали по поводу митинга. Сегодня Мальцагова задержали. Вот мы и смотрели. За что? Ну и каждый ждал, что к ним тоже постучаться. Что понятно, вот до 26 числа. Я не Вы знаю. о них знали? Вообще? Не знала. Понятно. Нет вопросов. Одно уточнение, Ваше честь. Скажите, правильно ли мы поняли, что Барах вернулся из Петербурга, когда его родители остались одни после замужества сестры, чтобы их одних не оставлять? Да. То есть Да. Это был единственный наследник, чтобы досмотреть родителей. Я же вам объяснила, что папа слепой 100%, и мама не ходячая у него. Чтобы родители не оставлять одних? Конечно. Нет вопросов. Спасибо, свидетель. Можете идти. Приглашайте следующего. Вы пришли на митинг по призыву Нет. чему-то. Нет, я сам разделял мнение народа Ингушетии, я сам пришел, узнал из СМИ. Вы узнали, Даже если бы кто-то из них не был, я все равно туда пришел. вы узнали из СМИ, правильно? Да. Являются ли эти люди для вас непререкаемыми авторитетами, лидерами, за которыми вы пойдете и которые вас призвали на этот митинг? Я, как сказал один раз, я сам оттуда, я вот сейчас недавно только начал узнавать фамилии конкретно. Я их тогда не знал. И, естественно, меня никто сюда не приглашал и не вызывал. Я сам изъявил желание присутствовать на этом митинге. Обсуждается ли это сегодня в ингушском обществе? Конечно, обсуждается. Что говорят люди, что говорят вот ваши коллеги, которые с вами работают вообще? Общаются? Если меня прямо спросить, я сказал, что это люди, которых я на самом деле уважаю, потому что за этот процесс, который за все это время, вот этих событий, митинг, да, вот, они только положительной стороны себя показали. И я считаю, именно конкретно вот эти люди, они самые лучшие представители ингушского народа. И для меня очень сильно задевает то, что просто так, без причины сейчас в клетке держат людей, которые наоборот отстаивают позицию своего народа. Скажите, пожалуйста, а какое отношение у вас к Ефурову? Вот вы сказали, что у вас уважение вызывают вот эти люди. Какое отношение и какие чувства вызывают? Вообще в Ингушетии, я надеюсь, что до сих пор всегда так было и что всегда так останется. А главное, это была честь. Я знаю, что сегодня много продается все это. Сейчас для многих это пустые слова, но самое, что задевает ингушей, это, естественно, честь, земля. Земля – это святое. И много было раньше событий в Ингушетии, которых люди были недовольны. Но на митинге никто не выходил, ничего такого не было. Но когда вопрос тронулся с земли, когда ты коснулся земли, естественно, это все высказали недовольство. Есть темы и ценности людей, которые вообще трогать нельзя. Это такой вот момент. Каково ваше отношение к Ефурову вопросу? Естественно, негативное. Человек, который продал, можно сказать, честь, это что, какое может быть отношение к нему? Отрицательное. На этом митинге призывали ли подсудимые к применению насилия, допустим, или намеки на применение насилия, или какие-то экстремистские вызовы были, взывали к чему-то? Я ничего не слышал подобного. Я не призывал ни к экстремистским действиям и к другим агрессивным действиям, тоже ничего не слышал. Призывы вы не слышали? Только наоборот, если кто-то считали, там же и выступали люди, микрофон брали, в том числе и я выступал, высказывал свою позицию. И я вот замечал, когда кто-то неправильно настроен выходил, начинали высказывать свою позицию, естественно, некоторые сидящие здесь выходили, останавливали, говорили. Горячих останавливали, правильно? Как? Ну, горячих имеется. Да, лично, да, горячих. Скажите, вот вы сказали, вы тоже там выступали у микрофона, Да. вас кто-нибудь просил об этом, или в какие-то списки составлялись, Ничего как-то это подобного. организовано было, допустим, давай ты будешь говорить, или ты, или вы сами решили? Там очередь была. Так. Там, люди выстраивались, да? Конечно, люди выстраивались, не у всех получалось, у меня тоже не всегда получалось. Я вот, если получалось, там как вообще в Ингушетии есть свойство быстро самоорганизовываться. Да, подходили к микрофону, там кто-то стоял в очереди, подходили, высказывали свою позицию, там многие выступали.
основная масса народа считает, что здесь должны находиться не эти люди, а те, кто незаконно подписали соглашение, скажем так, предатели своего народа и интересов своего народа. Народ, который там находился, они агрессивные были или все как спокойно себя вели? В то время, которое я там находился, Да. никакой агрессии, ничего такого я не заметил. Люди были спокойными. Некоторые из выступавших там мог выступить кто угодно, подходили, брали микрофон, говорили. Некоторые были на разговоре, на эмоциях, но их даже я видел моменты, когда у них микрофон даже забирали, чтобы Не позволить, чтобы. да, чтобы не говорили. Вот эти люди, я вот четко помню, что вот пара постоянно у микрофона находился, говорил постоянно, вот, чтобы ничего лишнего не говорили, чтобы порядок соблюдали. Все, спасибо. Я узнал, когда, что подписано соглашение с передачей земли. Да, я вышел на митинг, услышал, когда я пошел, все пошли, я пошел. Все пошли, и вы пошли. Ну, на вас повлияло, допустим, вам кто сказал? В соцсети вы увидели, что это информация была, это призыв был. Информация о том, что передача земли будет состоится, была еще раньше. Раньше. Заработала за 1,5 года. То есть даже так, да, слухи? Слухи были, просто подтвердились, или вот, когда уже сложились, подписали, когда подтвердились. После этого, когда я узнал, что вот подписывается соглашение, когда я пошел на митинг. Как все пошли, так и я пошел. То есть вас подсудимые призывали туда прийти на этот митинг? Звонили вам, может быть, или каким-то образом? Там, как они могли меня призывать, когда не понимаю. То есть извне влияние кто-то оказал на вас, чтобы вы туда пришли? Конечно, чисто моя гражданская должность, обязанность была покинуть митинг. Кого вы видели из подсудимых, если видели? Старикова так видел, видел. Назовите по фамилии. Барахоева видел, так видел на митингах. Барахоева видели. Призывал ли Барахоев к каким-либо незаконным действиям, противоправным действиям, к свержению власти в Ингушетии? Настраивал ли он на вражду существующей власти? Вы слышали такие призывы? Если бы там были такие призывы, Ответьте, да или нет, слышали? не слышал таких призывов не было. Наоборот, были призывы, чтобы был порядок, чтобы никаких... Намеки на применение насилия, допустим, 26 марта, если вы были на митинге, допустим, Я такого на митинге не видел. не видели, Вообще я не слышал даже. не слышали. Скажите, пожалуйста, ваше отношение вообще к подписанному соглашению? Вот вы сказали, что вы не согласны были с этим, да? Ваше отношение вообще к Юнусбеку Евкурову, который подписал это соглашение. Каково ваше отношение к бывшему главе? Ну, наверное, отрицательное. Отрицательно. Да. А к подсудимым? Подсудимым только положительное. Какое отношение может быть подсудимым, который не виноват ни в чем? Почему положительное, скажите? Ну, Кроме что того, ж- что вы говорите, что они не виноваты. Почему у вас сложилось положительное? Вы же их не всех знаете, сказали, да? Кого-то знаете, кого-то нет. Визуально Я знаете. не видел, чтобы там они кого-то к чему-то призывали, они призывают к порядку. Вести себя хорошо, уходите, проходите, не надо шуметь, вести себя хорошо. Только такие призывы я слышал от них. И не только от них, а еще от других выступающих. Таких выступающих было очень много. Почему вы пришли на митинг? Я обязан был как житель Ингушетии, как и лучше. То есть вы считали это своей обязанностью? Почему? Что произошло? Это верно, того, что из земли. То, что перевели землю, незаконно перевели землю. Вы не согласны Не были? согласен. Потому что не считали народом, мнением народа. Скажите, пожалуйста, свидетель, кто-нибудь повлиял на это ваше решение извне, Нет. в том числе и подсудимый? Нет, никто. Не влиял? Нет, это мое мнение. Ваше самостоятельное решение было прийти на митинг, правильно? Да. Скажите, коль вы целый день были на митинге, вы слышали в выступлениях Ахмеда Барахоева и
Багаудима Хаукиева, что они каким-то образом призывали протестующих к свержению власти в Республике Ингушетия, да, о политической вражде к Евкурову. Политического там вообще ничего нет. Их обвиняют в организации применения насилия. Вы знаете, да, что 27 марта были столкновения, да, с росгвардейцами. И обвиняют, что они создали экстремистское сообщество. Что вы можете сказать? Нет, не было такого. Вообще я вообще раньше вообще ничего такого. Там постоянно, Ахмед постоянно переделывает. Соблюдайте закон, соблюдайте права, не нарушайте ничего. Как и многие граждане, я узнаю из новостей о том, что принимается вот такое вот решение. Я понимаю, как любой гражданин, что здесь не все так гладко. Я пытаюсь как-то это понять. О каком решении, чтобы было понятно? Ну вот территориальный вопрос, о котором мы все говорим, граница нашего региона, нашей республики. Я как учитель, я всегда затрагивал эту тему. Но я хотел конкретно вот узнать, а может быть все-таки где-то как-то там не надо было вот меня, как гражданина России, спросить мое мнение, может действительно как-то не важно мое мнение. Если это где-то как-то было бы сказано, значит, утверждено, я просто развернулся и ушел. Но нет, действительно, мое мнение нужно было узнать. Ну, я должен был высказать свой голос в соответствии с Конституцией, в соответствии с законом. Говорилось просто об неисполнении закона. Вот есть закон, но он не исполняется. И он его игнорирует. Особенно вот я переживал за городскую архитектуру, я переживал за эти кусты, за эти газоны. Но вот наши подсудимые, они скрупулезно говорили, вот буквально вот даже вот эти части, вот, где газон, вот, чтобы не топтали, там елочки растут. Но мы работали над тем, чтобы эта столица была, чтобы этот город был. Никаких призывов к силовым действиям, к какой-либо агрессии. Призывов в их словах не было. Я их слушал, я прислушивался к их, значит, политическим выступлениям, к их позиции. Есть вещи, где, ну, где-то, где я не соглашаюсь, но в целом надо говорить справедливо. Призывов к насилию, к крушению каким-то, значит, понимаете, вот такого не было. Я говорю, ваши отношения ваших коллег, сослуживцев, товарищей, соседей к подсудимым к данному процессу, вообще к тому, что их сегодня обвиняют в организации применения насилия, создании экстремистского сообщества и участии в этом экстремистском сообществе. Значит, однозначно это чудовищная несправедливость. Этих людей обвиняют в том, в чем, ну, что они не совершали. Это несправедливость. Мы видим, что люди, которые должны находиться на свободе, находятся за решеткой. Мы это видим. Никакой радости, никакого удовольствия, естественно, это не доставляет. Наоборот, задаются такие вопросы, которых ну, не должно было быть. Задают вопрос, а как же так? Ведь это неверно, это неправильно. Почему люди страдают? То есть есть такое напряжение в обществе? Есть. За что? За что? Постоянно вот это вот, за что? Вот конкретно, если разбираться, получается ни за что. Почему они должны находиться за решеткой, под следствием? Почему их должны мучить? Почему в неволе? У меня нет вопросов.